вопросик можно остался? Хорошо. Вот, Байжанов, подскажите, пожалуйста, мы сейчас почитали вашу переписку с Салтанат. В основном у вас там как рабочие отношения, и она с вами на «вы» разговаривает. Вообще вас как она воспринимала? Как работника Бишимбаева, либо как его родственника? Мне неизвестно, как она меня воспринимала. Мы с ней вот, хорошо общались, да, не только вот по WhatsApp, да, вот в ресторане мы касательно маркетинга, вот ресторан был, потом по гастроцентру она помогала мне пару раз. Ну, по переписке вы вообще не обсуждаете ни Бишимбаева, ни родню, ни родственников. Вы, получается, как бы не как родственника, у вас чисто рабочие отношения. Ну, я вот честно, вот по переписке я никого не обсуждаю. Вот я не сижу вот в телефоне, да. Я весь день хожу. Вот. У меня нет времени, чтобы сидеть там, писать там. И Салтанат с вами, получается, родственников тоже не обсуждала? Она вот, когда мы встречались, устно она обсуждала, вот летом это было. Просто по вашим взаимоотношениям я хотел уточнить, какие взаимоотношения были. Как можно обсуждать с вами родственников, если вы с ними вообще не обсуждаете родственников? У вас чисто рабочие отношения. Уважаемый суд, он ответил же уже. Бишимбаеву вопрос можно, да, уважаемый суд? Хорошо. Там вот по поводу перевода 1 200 000 и еще какой-то суммы, Асл Н. Вам что-нибудь известно? Я сейчас не вспомню. Ну, наверное, по просьбе Салтаната России Пахчан прислал чеки. Все, больше нет. Уважаемый суд, можно обратиться к вам? Хорошо. Уважаемый суд, можно посмотреть Каспий перевода ИП Байжанов к Нукеновой? Телефон. Нету. Ну вы же сейчас как-то смотрели WhatsApp? Ну, WhatsApp открылся, да? Не-не, вы же на самолет поставили, вы сказали. Да. Ну. Нет, перед просмотром Ютуба я снял с авиарежима и подключил мобильные данные. Так, ну что ж, тогда давайте переходим к телефону подсудимого Бишимбаева. Можно Передайте. переводы посмотреть все-таки? Включить интернет и посмотреть переводы. Это же очень важно. Передайте пока телефон. Нет связи, интернет-связи. 5G. Давайте поделимся интернетом. Сотовый телефон Бишимбаева. Так, упаковка в предыдущем судебном заседании была показана участникам процесса. Целостность упаковки была удостоверена. Телефон вскрыли, конверт для того, чтобы зарядить его. Прошу, сторона обвинения. Просит пароль, 6-значный пароль. Бишимбаев. Пароль от вашего телефона. Уважаемый суд, уважаемый присяжный, я хотел сказать, что я предоставлю свой пароль только своему защитнику. И хочу представить этот, раз сторона обвинения не может его скрыть и представить его как свое доказательство, я хочу представить его как доказательство от стороны защиты. И если вы предоставите его адвокату, я предоставлю ему пароль. Прошу, передайте. Но сотовый телефон будет осмотрен точно так же, как и осматривали сейчас телефон Байжанова. Пожалуйста. Да? Уважаемый суд, а можно попросить защитника стать у трибуны, чтобы кто-то видел, что он делает на телефоне? Потому что параллельно, чтобы он не Так, удалял какие-то данные, фотографии, Нет, видео. дело не в этом. Так, защитники и подсудимые. Наберите пароль на конверт, и он должен быть у суда. Поскольку последующих, допустим, когда дело будет направлено в другие инстанции, исследовать его необходимо будет. Поэтому, если вы пароль не дадите, то только здесь исследовать, а потом в последующем, если другие инстанции его исследовать не смогут, это будет бесполезно. Ваша честь, я готов предоставить пароль только Напишите на конверте, телефон с конвертом будет в материалах уголовного дела. Его не надо, не обязательно его озвучивать всем. Уважаемый суд, защитник Азамжан только что я могу брал под стол и под столом, чтобы... переговорить с следующим. Зачем под стол тогда его прятать?
Так, давайте сделаем так. Передайте, пожалуйста, сотовый телефон сюда. Вы передаете телефон для того, чтобы он был предметом исследования. Тогда суд его исследует. Пожалуйста, передайте пароль. Не, уважаемый суд, дело в том, что в телефоне находится информация, Не которую... переживайте, я не буду трогать информацию, которая Нет, которую- не относится к материалам дела. Как вы хотите? Вы хотите, чтобы телефон был половинчато осмотрен? Нет, будете смотреть все то же самое, только пароль не будете знать, и все. Все, что вы хотите, будет открыто. Нет, так не Ну, пойдет. как не пойдет? А потом в последующем, в апелляции, в кассации, как это будет исследоваться, вы вообще Ну, представляете? будет же в нашем присутствии. Но это же элементарно, если это телефон стороны защиты. Давайте сделаем так. Доказательства Возьмите стороны конверт и защиты. верните телефон, пожалуйста. Если вы не желаете предоставлять суду пароль для того, чтобы суд его осмотрел, чтобы он находился в материалах дела, для того, чтобы последующие инстанции его обозрели, будет считаться, что оно не было предметом исследования. Мы вам Вы открытый переговорите со телефон своим, предоставим. вы открытый. переговорите со своим подзащитным. Объявляется перерыв на 10 минут. Да. Прошу садиться. Так, продолжается рассмотрение уголовного дела. Секретарь, все на месте? Мгм. Так, подсудимую прошу встать. С какой целью вы не хотите давать пароль от телефона? Я готов дать его своему защитнику, чтобы он предоставил все, что касается этого дела, всю информацию, но там есть много других вещей, которые я не хотел бы, чтобы впоследствии... Телефон будет исследован только в части предъявленного обвинения. Ваши личные переписки по объему обвинения отношения не имеют. В предыдущем суде в заседании, если вы помните, ваш защитник заявил ходатайство о признании недопустимым доказательством переписку в телефоне Ахмединой в связи с тем, что он не мог ее сверить. Из-за того, что телефон был сломан. Сейчас как вы это вообще предполагаете, как он будет исследован? Ну, я могу сообщить код своему адвокату, Потом? он откроет его, а дальше его можно исследовать. Мгм. А потом, как мы потом в последующем будем сверяться? Ну, каждый раз я буду предоставлять код, Каждый раз вы будете предоставлять код? да? Хорошо? Дело в том, что вот видите, когда телефон Салтанат остался на ночь в суде и сторона обвинения, с ним у него утратились данные. То есть мы не можем сейчас переписку Салтанат получить. А потом мы считаем, что может такая же история случиться и с телефоном Бишимбаева. Мы боимся, что могут утратиться важные доказательства. Мы просто откроем вам телефон, вы можете его сами здесь исследовать, куда хотите, туда и смотрите. Но просто, чтобы потом он не остался здесь с паролем, и мы не знаем, что ночью будет с ним происходить, чтобы у нас там не утратились наши важные данные. И к тому же у него же есть взаимоотношения с другими людьми, которые могут стать достоянием, допустим, правоохранительных органов или еще кого-то, непонятно кого. Мы просто боимся, чтобы потом это не, так сказать, его данные не распространились где-то или не утекли, так сказать. Это же его личная тайна. Поэтому, уважаемый суд, я думаю, в целях сохранения его прав на личную переписку, на личную тайну, личной жизни, я же думаю, что как бы незаконно требовать больше полномочий к доступу к его личной тайне в обмен на то, чтобы разрешить ему доказывать свою невиновность в суде с помощью этого доказательства. Вот так. Так, прошу высказать мнение участников процесса по сложившейся ситуации. Да. Прошу. Уважаемый суд, дело в том, что по исследованию вещественного доказательства в виде телефона данное ходатайство я заявляла, суд удовлетворил, что сторона защиты может исследовать вещественное доказательство. Мы не скрываем пароль, он может предоставить этот пароль в любой момент, когда суд потребует это, но в присутствии его, чтобы там какая-либо информация просто не стерлась. Только из-за этих побуждений, уважаемый суд. У остальных участников какое мнение, защитники? Поддерживаю полностью. У вас защитники? Оставляю на усмотрение суда. Хорошо, подсудимый Байжан, у вас какое мнение? На усмотрение суда. Потерпевшие его представители, прошу.
Салтанат телефон исследовался в полном объеме, вплоть до заметок, личные переписки, все ее фотографии были по требованию защиты как раз-таки представлены. Вся ее личная жизнь, которая была в данном телефоне, стала достоянием общественности. При этом Салтанат Нукеновой уже нет. И она не могла свои данные защитить. Но сейчас подсудимый Бишимбаев, уважаемый суд, может, как он сам говорит, себя защитить, но в таком случае, если ему нечего скрывать, он должен сообщить пароль, и мы точно так же, как телефон Салтанат, как телефон подсудимого Байжанова, должны все в полном объеме участники процесса исследовать и иметь к нему доступ, как вы правильно сказали, во всех инстанциях и в ходе следующих судебных процессов. Я настаиваю на том, чтобы он дал пароль всем, чтобы суд мог сам его исследовать. Уважаемый судья, также коллегу полностью поддерживаю и хотел возражение высказать касаемо выступления защитника о том, что якобы какие-то данные были удалены с телефона Нукеновой Салтанат. Такого не было, и сейчас присяжный заседатель таким высказыванием только в заблуждение вводит. Прошу, сторона обвинения. Можно я тоже? Прошу, представитель потерпевшего. Да, вот сейчас мои коллеги высказались. Я прошу вас вот на подобные факты, на подобные заявления реагировать. Потому что это уже у нас не первый раз сторона защиты допускает подобные высказывания. Касательно того, что находясь в суде, как вещественное доказательство, будет произведена какая-то утрата, это тоже, скажем так, камень в огород суда. Прошу, сторона обвинения. Уважаемый суд, во-первых, адвокат заново уже теперь обвиняет суд в том, что в связи с тем, что телефон Салтанат остался на ночь в суде, там утрачены какие-то данные. Уважаемый суд, каких-либо данных утраченных мы там не видели. Телефон Салтанат мы полностью исследовали. А в части пароля от телефона Бишимбаева, Бишимбаев на неоднократные вопросы стороны обвинения и потерпевших утверждал, так сказать, кричал, что даст пароль от телефона, и вы все увидите все наши переписки, какой она была. В связи с этим прошу, чтобы Бишимбаев предоставил пароль суду. Пусть не мы, не адвокаты исследуют, а суд сами исследует ваш телефон. Так, прошу садиться, реплики не предусмотрены. Хотел бы высказаться по поводу возражений, по поводу того, что сейчас гособвинители опять необоснованно пытаются вызвать предупреждение у присяжных. И также представитель потерпевшего заявила сейчас в суде. Мы полностью исследовали. А где переписки? Вы переписки исследовали? Вы же не исследовали переписки и нам не дали. Почему вы говорите полностью? И вы то же самое говорите. Уважаемый суд и прокурор, я прошу реагировать на это. Как можно так вводить в заблуждение, так сказать, на обозрение у всех на глазах, говорить то, что не было? Так, прежде всего, защитник, вы сказали то, чего не было. Вещественное доказательство находилось в суде. С этим вещественным доказательством ничего не произошло. Вы сейчас высказали какие-то предположения о том, что вещественное доказательство, телефон находился в суде, и с ним произошли какие-то манипуляции. Так вот, суд делает вам замечание за такие инсинуации, которые беспочвенны и таким образом вызывают предубеждение в отношении суда. Если вами будет допущено еще такие высказывания, суд вынужден будет отреагировать на это соответствующим вынесением судебного акта. Прошу подсудимого, что вы хотите сообщить? Я хотел сказать, что на самом деле, вот вы меня простите, уважаемый суд и уважаемый присяжный, но в телефоне Салтанат определенно были манипуляции. Мы только что читали переписку Байжанова Салтанат, которая датирована не до 3 ноября, да? То есть это вот в тот период, октябрьский, да, 20, 29, 30. Так, подсудимый Бишимбаев. Да. Я хочу сказать, а в телефоне у Салтаната подсудимый Бишимбаев, с 3 вы меня слышите? ноября. Подсудимый Бишимбаев, будьте последовательны. Вы действительно на протяжении всего судебного процесса говорили о том, что вы дадите, значит, код с телефона, все увидят вашу переписку, Салтанат. Вы говорили, что вы невиновны в совершении этого уголовного правонарушения. Столько раз высказывались по этому поводу, а сейчас на данном этапе, надо полагать, вы позицию свою поменяли и не желаете давать суду
код для того, чтобы исследовать ваш сотовый телефон. Я вас правильно поняла? Нет, неправильно. Я готов его предоставить своему защитнику. Он может его открыть, вы можете его исследовать. Так, код может быть предоставлен суду, и телефон как вещественное доказательство вместе с кодом будет находиться в материалах уголовного дела. Переписки вашего личного характера, они исследованию в судебном заседании не подлежат. Подлежит исследованию только те сведения, которые относятся к объему предъявленного обвинения. Вы согласны дать? Я вот изложил свою позицию защитнику и вам. Суду даете, суд исследует телефон точно так же, как исследовал телефон. Мой- Был я исследован готов- телефон, я еще не закончила. Был исследован телефон подсудимого Байжанова, потерпевшей Нукеновой, также телефон Ахмединой был исследован. Как были исследованы все телефоны? Вы будете предоставлять код? Я хочу, чтобы мой телефон был исследован. Я даже требую этого. Вы ответьте на вопрос суда. Вы будете предоставлять суду код? Я предоставлю код своему защитнику. Он предоставит вам телефон без кода, Следует чтобы ли вы это могли его понимать, что исследовать. вы отказываетесь предоставлять суду код от своего телефона? Я уже несколько раз сказал, Ваша честь. Нет, я готов предоставить вам телефон на исследование, но код я готов предоставить только своему защитнику. Мгм. Прошу садиться. Поскольку, значит, подсудимый Бишимбаев отказывается предоставлять суду код от своего телефона, тогда переходим к дальнейшей процедуре судебного следствия. Прошу. Мы сегодня исследовали телефон Байжанова, уважаемый суд, и я вспомнила, что мы не исследовали диктофонные записи на телефоне Салтанат Нукеновой. Возможно, когда она пряталась в телефоне, она что-то успела на свой диктофон записать той ночью. Можно будет Салтанат телефон в части диктофонных записей исследовать? Мгм. Мнение участников процесса. Есть возражения? Нет. Нет ни у кого возражения? Нет возражений. Подсудимый, есть возражения? Подсудимый Байжанов, есть возражения? Нет, возражений. У вас, подсудимый Бишимбаев, есть возражения? Хорошо. Ходатайство представителя потерпевшего удовлетворить. Передайте, пожалуйста, сотовый телефон Нукеновой стороне обвинения. Обратить внимание ваши и присяжных заседателей, вот пока далеко не ушли, по поводу переписки Байжанова и Салтанат. Если вы, уважаемые присяжные коллеги, присяжные заседатели, уважаемый суд, там вы помните, что Байжанов, у него должность директор кастроцентра, но в этой переписке он как бы такие бытовые вопросы тоже как бы занимается, да? И я хотел здесь сказать, что он не спорит, не обсуждает, не перечит, он просто исполняет все поручения. Вот на этой вещи я прошу обратить внимание. Почему? Потому что он об этом в своем показании говорил, что все поручения я как вопрос не задаю и исполняю. Прошу, потерпевший. Уважаемый суд, уважаемые присяжные, я хотел обратить ваше внимание, что вот в своих словах Бишимбаев сообщает о том, что в телефоне Салтанат были проведены какие-то манипуляции. И ссылается на то, что там записи только с 3 ноября. При этом прокурор сообщил о том, что телефон был активирован 2 ноября, потому что предыдущий телефон Куандык сломал. Вот и Да, всё. об этом много раз говорили, но несмотря на это и подсудимый, и защитник все равно высказывают другие предположения, которые не были установлены в суде. Прошу, сторона обвинения. Телефон разряжен, к сожалению. Надо на зарядку поставить. Хорошо, поставим на зарядку телефон. Прошу, защитник. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, уважаемые присяжные заседатели, можно, да, с трибуны и Так, если у вас это долгое ходатайство, то тогда прошу его отложить. Судебное заседание объявляется перерыв. По графику у нас 22 апреля следующее судебное заседание. 22 апреля в 10 утра продолжим судебное заседание. Хочу участников процесса известить о том, что судебное следствие фактически подходит к концу. Значит, все дополнения к судебному следствию прошу предоставить 22-го, 23-го, чтобы у суда была возможность предоставить сторонам время для подготовки к судебным прениям. Если у вас будут какие-то дополнения к судебному следствию, пожалуйста, предоставляйте 22-го, 23-го. Все, перерыв. 24-го, 25-го, все эти дни по графику, 4 дня.